Дорогие друзья, снова в эфире программа «Подворье». И сегодня мы у замечательного мастера в гостях дома. Это Татьяна Андреева. Она мастер по бисеру. И не только. Между прочим, этот костюм занял первое место в международном конкурсе времен «Связующие нити». Обратите внимание, вот это платье и вообще вот весь образ Татьяна Викторовна придумала сама. Платье сшили по ее эскизам. А вот эти вот украшения замечательные, просто невероятной красоты, они такие, знаете, очень солидные, очень тяжеленькие. Наша мастерица сплела сама. Татьяна Викторовна участвует в конкурсах с 2014 года. Расскажите, пожалуйста, об участии в других конкурсах. У вас их вот здесь вот на столе целая кипа совершенно различных самых наград, дипломов. Ну, дело в том, что обычно я не такой большой любитель участия в конкурсах, потому что это довольно волнительно для человека, но я приняла участие вместе с нашей Академией рукоделия, которую возглавляет Махновчевская Валерия Александровна, мастер Якутии. Вот. Ну и под ее руководством все мы бисерщицы, которые не учились 7 долгих лет. И по окончании вот ваши сертификаты нам выдавала Валерия Александровна по окончании каждого курса. Когда мы учились плетению, вышивке, новым различным технологиям, вот, Валерия Александровна нам вручала вот такие замечательные сертификаты. Вот мы все вместе приняли участие в первом международном конкурсе времен «Связующие нити». Но к этому конкурсу я очень долго готовилась. Полгода я придумывала, пока придумаешь эскиз, пока придумаешь, как его воплотить в жизнь. Потом ты думаешь о том, какие взять цвета, какие техники использовать. И вот для того, чтобы сшить этот костюм и сплести вот это украшение, мне потребовалось очень-очень много времени, якутский костюм. Потом одна шапочка мне чего стоила, потому что вот шить я не умею. Придумать могу, нарисовать бисером могу, а вот с шитьем у меня никак. Мне девушки сшили шапочку, а потом я ее стала вышивать. Все белоснежное, красивое. А чтобы туда, вот сюда, с одной стороны войти, с другой стороны выйти, вы знаете, это был подвиг. Ну, если бы я шила, мне бы дали выкройку, я бы вышила ее, а потом бы уже сшили. Так было бы, конечно, проще. Но единственное, что я сшила, вот у моих умений хватило только на вот эту сумочку. Вы ее сами сшили? Вот это я сама сшила. Ну, моих умений только на это хватило. Ну, а вышивали это все сами? Ну, вышивка, все, что сделано бисером, это, конечно, все мое. Татьяна Викторовна, скажите, а какой бисер вы использовали вот для вышивки и для плетения вот этого украшения? Для плетения этого украшения, во-первых, я использовала дизайн национального якутского украшения. А здесь использован в основном чешский бисер и натуральный жемчуг, японский бисер, сваровский, агат, из натуральных агат и вот эти вот чешские бусины. Это жемчуг натуральный. Боже мой, слушайте, но это же он совершенно какой-то бесценный, этот костюм у вас получается. Да. А в какую стоимость его оценили? Ой, вы знаете, я как-то это делала для себя и не подсчитывала это. Уже потом, попозже я стала, когда у меня стали покупать мои украшения, чтобы не быть голословной, мне приходилось уже считать количество. Ну, в основном все у нас продается штучно. Если Сваровский, допустим, то ли жемчуг Сваровский, то ли кристаллы, то ли биконусы, это все продается штучно, все и поэтому блестит, все сверкает, считается. переливается. Ну вот,
А это платье вообще кто-нибудь надевал? Вы в нем где-то Да, пощеголяли? я в нем довольно много щеголяла. И на эсэхах я щеголяла, на наших, и была в сопровождении, поскольку я работала тогда в администрации главы правительства и в управлении государственного протокола мы сопровождали различные делегации, так что мне этот костюм очень-очень даже понадобился. Вы, наверное, были вообще в этой делегации самая красивая и самая потрясающая. Мы все были в якутских костюмах, и мы все были красивые. Верю. Ну что, давайте покажем, какие ваши работы нашим телезрителям. И как вы поняли, что Татьяна Викторовна, она, в общем-то, не профессиональный такой прям сейчас, это большой профессионал, но вот вы рассказывали до начала передачи, вы рассказывали, что вы всему научились, в общем-то, азам вышивания у дочерей нашего Аршакова, Да. политического деятеля. Это просто невероятная история. Это было очень давно. Мне так посчастливилось, что мои соседи по площадке были семья Степана Аршакова, нашего политического деятеля. И так получилось, что надо мной опеку взяли его дочери Клара Степановна и Аида Степановна. Вот начало моим бисерным работам и знакомства с бисером это они положили. И они меня научили вначале вышивать нитками цветными, гладью, русскими узорами. Потом начали меня учить бисеру. Я плела якутские украшения бисерные. Все только благодаря им. Но потом наши пути разъехались, они уехали в Москву. Мы тоже оттуда переехали. И какое-то время я бисером не занималась. А вернулась к бисеру где-то в 2009 году. Просто я пришла в один магазин, увидела там итальянское украшение, 3 бусинки и еще что-то там, какой-то клочок. И это стоило что-то там страшно большие деньги. Я возмутилась и говорю, я что, не смогу это сделать? Ну и пошло-поехало. Началось все, конечно, с брошей. И до 2012 года это было чисто мое такое хобби-увлечение. Мои работы сейчас немножко смешные, если на них смотреть сегодняшним взглядом. А с 2012 года нас под крылышко взяла Махначевская Валерия Александровна, народный мастер Якутии. И каждое воскресенье, иногда бывали каникулы летом, но то ли дождь, то ли снег, то ли 50 градусов мороза. Вот я живу в Сайсарах, Валерия Александровна живет на Поярково, и я из одного конца города в другой. В 8 часов утра выхожу на остановку, туман, свет везде потушен, и жду редкий автобус, чтобы к 9 часам приехать без опоздания к Валерии Александровне и начать свои занятия. И так я у нее прозанималась все 7 лет. А потом уже стала сама. А когда закончила свою профессиональную деятельность, то тут уж я вовсю стала отрываться на своем хобби. То есть вы отдали себя полностью этому Полностью. бисеру. Но я знала, что когда я пойду на пенсию, я буду серьезно заниматься бисером, потому что, вы знаете, когда ты занимаешься созданием чего-то красивого, интересного, то, что твоей душе нравится, это просто чудо какое. Ты просто погружаешься и не видишь время. Вот я в 9 утра села за стол, а время уже 11 ночи. Просто как в музее, друзья. Посмотрите, пожалуйста, все блестит, сверкает. И очень много работы, кстати, каждая работа, но она по-своему бесценна и в прямом, и, в общем-то, в переносном смысле. Насколько это красиво, насколько это грандиозно и великолепно. Все ваши изделия. Расскажите, пожалуйста, вот это изделие тоже национальное, такое в национальном стиле, да? Как вы его создавали? Очень многие изделия, все зависит от камешка. Угу. Вот здесь какие камни? Здесь Нефрит, это наверное. змеевик и нефрит.
Мгм. Просто у меня были такие камешки. Я хотела сделать что-то в национальном стиле. Это колье называется «Предание». Мгм. Это вот снежинки, да, видимо? Да, это в форме снежинок. Мгм. Ну вот, м, я вначале хотела его сделать длинным, но потом подумала, что если делать его более современным, в укороченном виде оно ляжет лучше. И да, действительно так и есть. Ну, остались немножечко у меня как раз на браслет, если вдруг кому-то захочется браслет. Мгм. М, То есть, А чтобы это был комплект. Это, да, это Колье и браслет. колье и браслет, да. Но у нас не все носят, допустим, Будет серьги, не все смотреться носят очень... браслеты. Потом, если браслет делать, нужно знать размер. Поэтому браслет, скажем там, в полуготовом виде. У вас каждое колье имеет свое имя. Почему вы его назвали именно так? Вот расскажите, пожалуйста. И какой бисер вы использовали вот в этой работе? Это моя самая первая конкурсная работа, которая участвовала в конкурсе, организованной бисерной лавкой. А, И эта работа называется «Алгыс. Благословение». Мгм. Но к нему еще идет браслет. Сделано это все из японского бисера, самого мелкого, 15-го. Это все плелось. А вот эти вот камешки, это Сваровски, да? Это не Сваровски, это просто кристаллы. Это кристаллы, это я в бисерной лавке тогда все покупала. Мгм. А вот бисер японский и самый мелкий, который есть, это все плетеное. Это моя первая работа, которая заняла у меня первое место в номинации «Начинающие». В 2014 году. Начинающие. Вот это да. Ну, а реально вот можно ведь научиться, да? Конечно, можно. Ну, ведь Было это- бы желание да, и терпение. Нужно очень много терпения. Ну и, наверное, время тоже И время. потребуется Времени уходит очень много. для того, чтобы добиться. Несмотря на то, что я давным-давно уже занимаюсь бисером, и много лет серьезно я уже им занимаюсь и увлекаюсь, времени уходит у меня, лично у меня времени уходит много. Потому что я отношусь к тому, я перфекционист. Я очень не люблю небрежность в работе. Мгм. Вот эта работа, «Полярная звезда». Мне пришлось изучать звездную карту неба, чтобы как следует начертить большую и малую медведицу, правильно высчитать, где должна быть полярная звезда. В работе использован японский бисер. А где малая медведица, где большая? Большая и малая. В этой работе использован богемский бисер. Это Чехия. Японский бисер. И Сваровский. Эту работу подвигла меня сам камень. Камень Дель-Хаэлит. Если на него посмотреть, то можно увидеть волнующееся штормовое море и корабли с красными парусами. Дизайн. Все зависело от этого камня. Это работа ангар. Она выполнена из чешского бисера в основном. Камни Сваровский, гематит. Но я люблю такие работы необычные. Что здесь интересного в этой работе? Она не только сама такая вся необычная, но я постаралась даже края сделать у этой работы необычной. И с одной стороны ровный, с другой стороны рваный край.
Эта работа называется «Течение времен». Она выполнена из разного бисера. В основном это пятнашка, 11 размер, японский бисер, Сваровский, натуральные камни. И выполнена, я здесь вышивала самым мельчайшим бисером. Его даже, он смотрится буквально как канитель. Вот этот кулон называется «Спокойствие». Щетка горного хрусталя. Это по центру? Да, по центру. Щетка горного хрусталя, черный жемчуг, японский бисер, самый мелкий, 15 размера, камешки Сваровски. А вот об этой удивительной работе можете рассказать? Вот про вот этот комплект, который завоевал тоже такое престижное место в международном конкурсе. Нет, это был онлайн все-таки конкурс. Эту работу я выполняла под руководством мастера, известного мастера с мировым именем Ольги Шумиловой. Мгм. Работа была выполнена для участия в дефиле в Чехии, но тогда как раз случилась пандемия, и это прошло все онлайн. Работу я выполняла непосредственно под руководством этого мастера. Дизайн, она мне помогла с построением эскиза, дизайн мой. И очень долго пришлось придумывать. Листики я плела, 3 раза переплетала их. Они все у меня были ненужного размера, потому что это очень сложная техника, плетется очень долго. Вот сами цветы, они были, я долго хотела придумать, как мне выполнить именно вот форму, необычную форму цветка, чтобы увеличить камень. Натуральная бирюза внутри. Поскольку это ювелирная бирюза, то мне нужно было немножечко расширить. И в то же самое время мне нужна была воздушность. Опять же, как сделать вот эти тычинки легкими и воздушными. Работа выполнялась довольно долго. Она выполнялась в паре колье для женщины и бутоньерка для мужчины. У вас еще ведь не только украшения, но и еще вот, смотрите, театральная сумочка, я вижу, да? Да. Здесь тоже использован Здесь бисер. у меня пайетки, бисер. Ну, просто мне нужно было срочно в театр, Да, и вы, и у меня не было приличной сумочки. так, и вы просто нашли выход из положения, всю ночь вышивали. Ага, всю ночь в течение месяца. Ну, слушайте, получилось просто потрясающе. Очень красиво. А давайте раскроем ваш сундучок Ну, сундучок. с сокровищами. Да, вот очень сложно с хранением, потому что это мне сундучок специально мои подруги подарили, которых имеют очень много. Увидела я этот камешек, Это камень? да, кабошон, Мгм. ортоцерас. И это моллюск, Мгм. каменелость. И я уже знала, что будет. А где вы покупаете Это, камни? ну, этот камень непосредственно я купила в Кабошоне, в Москве. Но сразу скажу, дизайн не мой. Просто я увидела эту бабочку, уже сделанную, и сделала похожую. Мгм. Наверное, и размер другой, да? Ну, уж тут размер от камешка зависел. Вот камешек пришлось очень долго обтачивать вручную, чтобы привести его к нужному размеру, и чтобы он был по площади. И это не просто так взять и Приклеить камень какой-то. да, и оплести этот камень, То потом есть с это. ним нужно очень С ним хорошо еще поработать нужно. Ну, это от камня зависит. Эта работа сделана из
японского бисера. Полностью? Ой, а как вы... Ну, так Это плетение. это тоже бисер вот здесь вот? Это, ну, нет, это у нас бусинки и натуральный жемчуг. А плетение полностью из бисера. Невероятно. Как льдинки, как подснежники. Да. Очень люблю эту работу. Здесь у нас авторская фурнитура Анны Бронс, кристаллы Сваровски, японский бисер. Ну вот эту работу мы делали на мастер-классах у Валерии Александровны, изучали вот такой маг из самого мелкого бисера. А какая техника здесь? Это просто плетение, мозаика. Эту тоже работу делали мы на мастер-классах у Валерии Александровны. Но это не значит, что там вот когда показывают на видео там, в течение часа, в течение 3 мы сделаем что-то там. Брошь, вот за какое время можно ее сплести? Ну, эта брошь попроще. Здесь простая техника. Просто запоминаешь, сколько рядов, и все, и это можно, в принципе, в течение 2 дней ее сплести, если ты быстро плетешь. А вот эта брошь, это по схемам брошь плетется, и эта брошь у нас тоже из самого мелкого бисера, и там нужно каждый ряд читать. Какой бисер, какого цвета, где пропуски, где наоборот нужно вместе пропустить, где добавить. Вот я очень люблю вот этот стиль. Я люблю этот стиль. Это мои любимые броши. И это тоже все бисер? Да, это все бисер, это плетение плюс вышивка. Ну, все женщины любят ювелирные украшения. Я тоже очень люблю ювелирные украшения, но из ювелирки я ношу только вот колечки и браслетики. А вот броши это все дизайн. Ну, в основном я отталкиваюсь от понравившихся мне ювелирных изделий. Вот эта брошь выполнена из граната и жадеита. Авторская фурнитура Сваровски. Это вот чисто осенняя брошь. А вот эту брошь я делала ко Дню России. Это герб России. Да. Ну, орел у меня что-то не очень хорошо видно, но догадаться Нет, можно. ну почему? Очень хорошо проглядывается. В День России как раз вот Да, я такую его брошь. в эти дни носила на Всё правильно. на День флага, на День России, на наши праздники. Нефритовое озеро. Правда, как озеро. Такие названия у вас Ну, романтичные. это просто брошь со слюдитом. Вот еще одна. Это вечерняя брошь. А вы можете рассказать о свойствах того или иного бисера? Если обратиться к истории, ведь наши мастера в XIX веке, в XVII веке, они использовали ведь китайский в основном бисер или стеклярус. Ну, наверное, может быть, из каких-то других стран, которые привозили к нам купцы, ну и из Америки, и наши русские купцы. А вот у нас сейчас такое многообразие, и что бы вы посоветовали, ну, может быть, вот какие-то характеристики, вот вы используете богемский бисер, вы используете бисер из Японии, а наш российский бисер есть? Не встречала. Ну, хорошо, давайте да, сравним да, вот да, да. то, что есть у нас сегодня. Наш бисер, он у нас был. Когда-то я начинала именно с российского бисера. Ну, чем он отличался, сейчас у меня даже еще немножко он имеется, этот бисер, где-то там в закромах, если посмотреть, можно найти, но я его фактически не использую. Очень тоненькая дырочка для иголки, несмотря на то, что мы работаем со специальными иголочками. И
вес тяжелый, большой вес. В основном я пользуюсь чешским бисером и японским бисером. Ну, допустим, если мне нужно делать эленкебихер, вот, допустим, вот одна из последних моих работ, эленкебихер. Здесь у меня использован в основном, здесь у меня в основном использован чешский бисер, потому что здесь его очень много. У него доступная цена, дырочка хорошая, он ровненький, красивый. И тут главное правильно подобрать цветовую гамму. Ну, здесь, конечно, использован еще и японский бисер. Японский бисер, он бывает разный, есть цилиндрический, есть круглый, разных компаний. Допустим, вот эта работа полностью сделана из японского бисера. От чешского он отличается тем, что у него дырочка побольше, можно много раз туда-сюда ходить с ниточкой, и он намного легче. За счет тонкой стенки он намного легче. Но он, наверное, очень хрупкий. Нет, если не дай бог нет. Вот поэтому вот когда я делаю действительно именно украшения, дорогостоящие украшения для леди, скажем так, я использую именно японский бисер. Он более ровный. Вот эта работа выполнена из японского бисера. Вот эта работа выполнена из японского бисера. Вот все вот эти вот, вы видите, вот, а богемский бисер вообще по ниточкам продается. Вот это вечернее колье тоже выполнено самым мелким японским бисером, пятнашкой, да еще граненым. Именно поэтому оно То есть так он и разных переливается. форм, да? Вот это колье я вообще, вот этот вот кулон я делала под лупой. И мне его было очень сложно вышивать, потому что блики забивают глаза. Вот такой великолепный эленкебихер выполняет наша мастерица Татьяна Андреева. И сегодня мы покажем на мастер-классе небольшом всю последовательность работы выполнения вот этого украшения.